В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ каждый будний день в 8:35 и в 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Был ли Крым по-настоящему украинским регионом в конце 20-го и начале 21 века? Есть ли возможность сохранить украинскость крымчан в условиях российской аннексии? И станет ли Крым украинским не по форме, а по сути после деоккупации? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Сергей Громенко. Здравствуйте. Прямой эфир. В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 8:35 и 13:10 по крымскому времени, в 7:35 и 12:10 по Киеву, ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали! Тема дня. 100 лет назад, 22 января 1919 года, все украинские земли были формально объединены в одном государстве, ну и сегодня границы Украины юридически неприкосновенны. Но что в 2019, что 100 лет назад, в 1919, Крым фактически контролировался и контролируется Россией. Был ли Крым по-настоящему украинским в прошлом и будет ли в будущем? Что ж, давайте узнаем. Крым в центре внимания. До эфира мы связались с крымским историком, председателем Таврической гуманитарной платформы Андреем Иванцом. Он в свое время высказал довольно оригинальный тезис, что Крым — это одновременно самый неукраинский и самый украинский регион в стране, и мы попросили его разъяснить, что же это значит. Есть два подхода к пониманию украинства как такового. Один подход базируется на этничности, второй на гражданственности, на примате политической нации. Если понимать Украину как объединение этнических украинцев, то тогда действительно Крым, он имеет наименьшее количество украинцев среди всех других регионов Украины. Да, Крым — это Крым, Автономная Республика Крым и Севастополь, два региона, в которых украинцы составляют меньшинство. Во всех остальных территориально-административных единицах Украины украинцы составляют большинство. Но при этом, если мы посмотрим на украинскую политическую нацию, которая возникла на базе украинского народа, которая включает в себя всех граждан Украины вне зависимости от их происхождения, то картина может быть кардинально другой, потому что Украина уже само название как страны пограничья, страны, которая открыта в разные миры, которая объединяет разные начала. Мы на границе степи и леса, мы на границе христианства и ислама, мы на границе католицизма и православия. И для нас это такое органическое состояние. Украина именно возникла на пересечении разных цивилизационных, географических и прочих пространств. И в этом плане Крым, он один из самых украинских регионов, поскольку Крым — это тоже такое пересечение самых разных цивилизационных проектов, которые, тем не менее, в идеале находят форму содружества, сожития. И до аннексии Крым, пусть не просто, но все-таки находил в себе формы диалога, вырабатывал эти формы нового общения и взаимодействия. Это было как раз очень по-украински, если вы как раз рассматриваете Украину как такой субцивилизационный центр, объединяющий разные культурные, цивилизационные и прочие начала. Также мы спросили у Андрея Иванца, насколько Крым стал близок к остальной Украине за времена поздней Украинской Советской Социалистической Республики и независимой Украины. Вот что он нам ответил. То, что
что крымчане воспитаны на украинской политической культуре, те крымчане, которые проживали там до 2014 года и продолжают жить. То, что их при всей советизированности, все-таки это другая была политическая культура, более открытая, при всех недостатках более диалогичная. И вот это как раз сейчас россияне интенсивно изменяли на протяжении последних 5 лет оккупации, как раз пытаясь изменить вот этот код большей открытости, большего такого контакта внутри Крыма. И вот эта такая политическая русификация, она наносит, на мой взгляд, большой вред построению самого крымского сообщества. Это был Андрей Иванец, крымский историк и председатель Таврической гуманитарной платформы, а с нами на связи Ахтем Чийгоз, заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа. Ахтем, здравствуйте. Доброе утро. Позволю себе поздравить вас с Днем Соборности, с Днем объединения Злуки украинских земель, который сегодня как раз исполняется 100 лет. И в связи с этим праздником и отношением к тому, как Крым вписывается вот в контекст Злуки и Соборности, сначала 2 цитаты из Крыма, да. Крым мало изменился со времен Советского Союза. Такой вердикт региону вынес российский блогер Дмитрий Гоблин-Пучков, побывавший на прошлой неделе в Симферополе и Севастополе. Цитирую. «При СССР я ребенка больного возил в семьи, там по советским меркам было хорошо. Сейчас у меня сложилось впечатление, что мы в Крыму, как на машине времени, уезжаем обратно в 80-е, натуральный Советский Союз». Так оценил Пучков состояние инфраструктуры на полуострове, и, по мнению блогера, в нынешнем состоянии Крыма виноваты 23 года украинской власти. Цитирую. «Складывается впечатление, что Украина была твердо уверена, что Крым ее не будет никогда, и поэтому денег не вкладывала сюда вообще». Конец цитаты. И второе мнение так называемого председателя так называемой Общественной палаты Крыма Григория Иоффе. Цитирую. «Украина всегда знала, что Крым мятежный регион, это было во все времена. Кто бы сегодня не говорил, что Крым — это Украина, они прекрасно знали, что это не так. Знали всегда, даже в советское время, когда я, будучи советским журналистом, заходил в кабинет и спрашивал такого-то на русском языке, мне тут же отвечали: а чего на российской мове? Из Крыма, что ли? То есть и тогда это было. Наша автономность — это было только лыко в строку пророссийского Крыма». Конец цитаты. Вот в связи с этими 2 мнениями и в связи с контекстом нынешнего праздника я бы хотел вот у вас поинтересоваться и вашим личным мнением, и вашим мнением как представителя Меджлиса крымско-татарского народа. Действительно ли последние годы советской власти и годы независимости Украины Крым не был украинским регионом в сущности, кто бы там что ни говорил, вот как сейчас утверждают российские деятели в Крыму, или все-таки они пытаются выдать желаемое за действительное, и Крым на самом деле был украинским регионом, пусть и со своей спецификой? Ну, первое, что хотелось бы отметить, и тот, и другой. Конечно, им очень комфортно было жить в своем детстве, без той истории, которую они Крыма, где не было крымских татар в период того периода, который они описывают, в общем-то. Что касается теперь, значит, они говорят о том, что Украина ничего не вкладывала, да, и что они опять оказались в том периоде. Значит, когда оккупировала Россия Крым, они обещали всем блага. Сегодня действительно Крым столкнулся с серьезными вызовами с приходом России. Самое главное — это отсутствие элементарных свобод развития общества, гражданского общества. Во-вторых, естественно, все, что негативное на всей территории России было, это и вот эта кровожадность власти, и вот этот вот террористический бандитизм, все это оказалось в Крыму. И вот тот покой, и вот то вот активное участие в общественной жизни, вот все политические события, связанные с Украиной, у нас очень активно проходили. Неважно, это праздники или выборы, или какие-то еще, протесты. И вот этого всего теперь нет. И есть то, что и тот же Иоффе сидит и думает, завтра и меня это коснется. И меня, значит, пнут под зад, и меня может ждать участь тех его предшественников, которых арестовали, и сидят они сейчас в тюрьмах. А вот что касается Украины, да,
Украина сама приобрела такую независимость в начале 90-х годов, и с экономической точки зрения уделять Крыму внимание в том объеме, в котором бы хотелось, не было. Но не надо забывать, что Крым не в 90-х годах перешел к Украине. И вся инфраструктура, которая при Советском Союзе строилась, это в основном это были вложения Украины. И я не могу сказать, когда мы вернулись домой, что мы Крым получили вот таким разбитым регионом, как, например, многие регионы России при Советском Союзе. Ведь тоже была отсталость, эти бараки со шпал и так далее, и так далее. Крым был достаточно, хорошо обустроен как курорт Советского Союза. И в основном этим занималась Украина. Что касается вот этих последних 25 лет, можно критиковать Украину за недостаточное внимание и политическое, и экономическое на полуострове, присутствие самой Украины на полуострове. Но этому противодействовали как раз-таки вот эти современные анклавы, и в том числе туда входил и этот же коллаборант Йоффе. И, в общем-то, Крым пытались держать такой территорией. Мы, в общем-то, как бы демонстрируя, что, как я уже говорил, русскость этого Крыма и спекулируя на этом. А крымско-татарский фактор очень мешал этому. Крымско-татарский фактор содействовал объединению Украины. То, что Крым это украинский. И, естественно, борьба нашего народа за свои права на территории Украины. И вот наше участие в становлении Крыма, как крымско-татарского, это раздражало вот таких вот, как Йоффе. Ахтем, а у меня к вам еще один... День соборности сегодня для Крыма, для граждан Украины в Крыму, это такой же, знаете, праздник с надеждой и с верой, что мы не только чувством, вот, сердцем с Украиной будем, но и выгоним этих оккупантов и, наконец-то, вернемся. И вот у меня, Ахтем, по этому поводу к вам еще один такой вопрос будет. Когда крымско-татарский народ депортировали из Крыма, Крым был там в автономии в составе России и с такой глубокой социалистической спецификой и достаточно русифицированным был регионом, ну, по крайней мере, в сравнении с тем, что должно было быть там и было за 100 лет до этого. А возвращались уже в состав того Крыма, который находился на территории, который находился в составе Украины. И вот легко ли было крымско-татарскому национальному движению вписаться в общеукраинский контекст? И, на ваш взгляд, удалось ли достичь определенной соборности, если можно так назвать, между крымско-татарским и украинским народом? Крым, конечно, лихорадило. И определенные группы, вот, как мы его называли, коммунистический анклав Крыма, вот эта партноменклатура, она настолько активно противодействовала и крымским татарам возвращению, и в том числе пыталась, там, помните, референдум проходил, остаться в составе там Советского Союза. И, в общем-то, нужно сказать, что мы с первых дней стояли на позициях того, чтобы Крым оставался в составе Украины. И после развала Советского Союза мы активно поддерживали, в общем-то, фактически были такой монолитной политической силой, которая стояла на позициях сохранения территориальной целостности Украины. Возвращались мы и никогда не думали об изменении границ. И у нас не возникало каких-то сомнений, что должны быть пересмотрены. Мы вообще не видели будущего своего вот в
в современных условиях там с Россией, да, как это были уже тогда такие сепаратистские движения в Крыму. Трудно было народу, который возвращался и, в общем-то, столкнулся с массой проблем, но эти проблемы не являлись, не мотивировали нас на то, чтобы мы спекулировали на них. Эти проблемы мы не относили к каким-то, знаете, таким территориальным претензиям к Украине. Мы, как бы говоря об этих проблемах и проводя там акции протеста, мы призывали Украину обратить внимание на сложившиеся проблемы. Но уже тогда очевидность свободы, очевидность того, что с Украиной мы сможем строить будущее свое, демократическое, вот такое свободное, по-европейски, да, это настолько разница была между тем, как начала свой путь Россия, да, с этих кровавых территориальных конфликтов, где она была всегда активным участником и не участником, провокатором этих всех конфликтов на территории бывшего Советского Союза. Поэтому рассуждения Йоффа и других, которые всю жизнь мечтали, их родители мечтали о том, чтобы как бы Советский Союз им там был очень комфортен, это не устраивало ни одного из нас, как крымских татар, возвращающихся на свою родину. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Это был Ахтем Чийгоз, заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио Крым Реалии. С нами на связи Сергей Макренюк, начальник управления по вопросам Автономной Республики Крым и города Севастополя, Министерства временно оккупированных территорий. Сергей, здравствуйте. Доброго ранку. Итак, сегодня День Соборности. Позволю себе поздравить вас со столетием этого выдающегося для украинской истории события. И поскольку мы говорим о Крыме в контексте вот соборности и излуки украинских земель, первый мой вопрос: легко ли, возможно ли вообще, на ваш взгляд, сегодня сохранить украинскость в Крыму в условиях российской оккупации? Неймовірно важке питання, реально, я навіть не очікувано, таке скажу чесно. Я вважаю так, що, давайте так, по фактах. Що сьогодні робить Російська Федерація в Криму? Вона намагається проникнути в абсолютно всі сфери життя людини, всі. Куди б ми не торкнулися, що б ми не трогали, там скрізь є присутність держави в житті людини. І починається це з дитячого садку і закінчується приватним життям в дорослої людини. І тому Росія як держава, вона там присутня скрізь. Я вважаю, що в таких умовах, власне, зберегти свою ідентичність дуже важко, неймовірно важко. І найважче те, що для того, щоб її зберегти, обов'язково треба спілкуватися і комунікувати з такими, як ти. Але це ще важче, бо сьогодні бути, хоч якось проявляти свою лояльність до України є дуже небезпечним питанням. Я вважаю, що це дуже важко і впевнений, що наші кроки мають бути направлені саме на те, щоб створити умови, щоб ми могли відновити всі ті права громадян України, які там порушуються сегодня. Ну вот и как раз мы тогда и переходим к вопросу о том, что случится после деоккупации. Если сегодня сохранить украинскость трудно, то как и возможно ли добиться того, чтобы после завершения там российского управления Крымом Крым стал украинским регионом по сути, а не по форме? Справа в тому, що як би Росія там не намагалася впливати на людей, насправді є те, що називається критичний розум, та, і він або присутній у людині, або відсутній, або людина користується цими інструментами, або ні. Ми можемо спиратися і будемо спиратися, і спираємося сьогодні лише на тих,
хто насправді володіє цими інструментами і ставиться до всього навколо адекватно. Якби, знаєте, є речі, які до якої держави ти тяготієш, да, чи там до Росії, чи до України, чи там до Туреччини, чи байдуже. Але все одно, якщо критичний розум, то він підказує, що сьогодні росіяни знищили сільське господарство. Вони його знищують неймовірними темпами. Вони знищують тваринництво. Не лише тваринництво як галузь економіки, а тваринництво як від одної з життєдіяльності людини. Та? Сьогодні тримати вдома тварину, там, байдуже, що корову, що свиню, це дуже важко. Це неймовірно важко, і багато хто відмовились від цього. Там такі створені умови. Там. Вони різними способами вони створюють умови, щоб людині це було невигідно. Що відбувається? Вони знищують туристичну галузь. А що таке Крим, да, насправді? Крим за українські часи він існував завдяки, власне, південна частина – це туристична галузь, північна частина – це сільське господарство, промисловість. Зараз все, що вони роблять для того, щоб ці галузі не існували, щоб там існувала тільки одна галузь – дотації. Якщо подивитися кількість осіб, які можна ідентифікувати як середній клас, да? Це там в першу чергу приватні підприємці, ФОПи всякі, то саме цю прослойку вони знищують. Водночас вони створюють умови для того, щоб збільшувалась категорія людей, які мають отримувати якісь дотації, субсидії, ще якісь гроші, безпосередньо залежали від держави. І тому для нас питання, які ми будемо здійснювати заходи, воно принципово залежить від того, а коли, в яку хвилину відбудеться той момент, коли Україна буде мати можливість безпосередньо впливати на життя в Криму. І якщо сьогодні, наприклад, ми точно знаємо, що найбільший удар Росія вчиняє по дітях, і це галузь освіти, то відповідно і Україна вже сьогодні створює якісь інструменти, механізми, які там допомагають цим дітям відновити свої права. Я зараз кажу про там спрощені умови вступу до вищих навчальних закладів, так, там, зокрема, існування центрів Крим-Україна і таке інше. Ми намагаємось створити умови для спрощеного отримання якихось там послуг, документів. І наступний крок – це однозначно і те, на що насправді ми сконцентровані будемо в цьому році як міністерство, яке формує політику держави. Це можливість задовольнити медичні послуги на території Херсонщини для кримчан. Бо ми розуміємо, що сьогодні якість медичних послуг в Криму впала настільки разюче по відношенню до того, як було. І це наша задача задіяти все для того, щоб була можливість, була така опція громадянам України вискочити з окупованої території, отримати медичні послуги там або для дитини, або для там батьків, або безпосередньо там для тої людини, яка фізично найбільш активна, та. І це наша задача. Тому дуже велике питання, що буде, коли буде цей час. От яка дата? І тоді ми будемо розуміти, що в першу чергу, що в другу, що в третю. Что ж, большое вам спасибо за ваш развернутый ответ и за то, что не скрываете трудностей, которые стоят на вашем пути перед реализацией этих проектов. Напомню нашим слушателям, что с нами говорил Сергей Макренюк, начальник управления по вопросам Автономной Республики Крым и города Севастополя, Министерства по временно оккупированным территориям Украины. Еще раз напомню нашим слушателям, что сегодня, 22 января 2019 года, не просто День соборности, а День столетия акта злуки между Украинской и Западноукраинской народными республиками, провозглашенная на Майдане, на Софийском Майдане в Киеве. И сегодня в честь этого события в украинской столице будут проходить и праздничные мероприятия. Всех, кто празднует українську соборність, недоторканність українських кордонів и непорушність цілісності території. Всех поздравляю с этим днем. В студии для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. И после короткой паузы самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир. В эфире радио Крым Реалии. 105,9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты.
Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.